Мы уже говорили с вами про налоговую реформу 2026 года. И в связи с этим важно также упомянуть, что уважаемые предприниматели обязательно должны убедиться, что при регистрации ИП либо их бухгалтера, либо они подавали заявление на использование упрощенной системы налогообложения, даже если они не используют ее. Для чего это нужно? Для того, что в связи с изменениями, которые будут действовать, вероятно, в 2026 году, которые еще не приняты, но планируется их принять, перестраховаться, и в случае, если они слетят, например, с патента, который они используют и который выгодный для них, их не перевели по умолчанию на общую систему налогообложения, где налог, на минуточку, составляет 43%. Таким образом, они застрахуют себя от пересчета всех налогов по вот такой высокой ставке, используя потом уже ставку УСН. Также есть множество других нюансов, но это очень болезненная и актуальная тема, поэтому мы даже 15 ноября собираемся на бизнес-комьюнити 2.0 в отеле «Ялта Интурист», чтобы разобраться с этим более подробно. Обязательно следите за всеми изменениями в этой сфере, чтобы не потерять свои деньги и в целом не попасть на какие-то неблагоприятные последствия.